Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Томиловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, вот мы на протяжении нескольких передач рассматриваем такую тему, такие инструменты системы, как власть и разделение в этом мире. И очень помогает нашим зрителям то, что вы говорили о том, что если у человека есть власть, то это, по сути, духовный суицид для него, что человек, который опьянен, который отравлен этим ядом власти, он испытывает такие же чувства, как и князь мира сего: одиночество, тоску, пустоту, бессмысленность вот эту. И очень становится понятно глубоко поступок Иисуса, когда Он отказался от вот этого искушения князя мира сего, который обещал ему царство над всеми мирами и славу этих миров. И вот знаете, что еще интересно, Игорь Михайлович, что когда ты рассматриваешь такой вопрос, как власть и вот эти темы, то сознание торопится все-таки сказать, что тебя это не касается, это касается кого-то там, что власть — это не про тебя, ты человек простой, Да. а это касается каких-то общественно-политических вопросов, руководства какого-то, начальника, политика, но точно не тебя. Нет, даже не начальника, не политика. Мгм. Как только речь заходит о власти, сразу президенты, Да-да-да. цари, ну и же с ними, да? Да. Но вот знаете, вот это понимание того, что дьявол-то борет человека постоянно, непрестанно, и его инструментами являются и власть, и разделение в этом мире. И получается, что мы, скажем так, соглашаясь на то, что нас это не касается, упускаем очень многое в нашем духовном становлении. И вот знаете, нам задавали вопрос, ну почему вот столько все таки передач и столько внимания уделяется данной теме, теме власти? Друзья мои, я отвечу прямо. И каждый из вас, надеюсь, со мной согласится. Как только речь заходит о власти, приходится говорить крайне аккуратно, как говорят, проходить на бровях эту тему. Почему? Потому что это же власть. Мгм. А с чем ассоциируется у нас власть? Давайте честно. С темной стороной этого мира. Разве ассоциируется у нас власть с чем-то хорошим, со светом, с надеждами на будущее, с чем-то прекрасным, ну, к примеру, с восходом солнца? Да, но лишь у некоторых, когда они побеждать начинают на выборах. Когда их рейтинги растут, и они видят, что они точно побеждают, вот тогда это единственный момент, когда тем, кто полностью погряз на темной стороне, кажется, что они видят восход. А остальное все, когда только звучит слово «власть», у людей возникает что? Негативное внутреннее состояние. Настороженность какая-то. Страх. Такая, да. Давайте вещи называть своими именами. А почему? Почему нас всех пугает слово «власть»? Почему у нас возникает страх? А что такое страх? Страх, он порождает гнев. Гнев порождает ненависть, а ненависть порождает страдания. Потому что многие из нас, а я бы сказал так, все люди в этом мире уже пострадали от власти. И это так. И вот у многих сразу возникла, какая наша власть, наша ж. Смотрят и наши друзья по всему миру, и каждый сразу приравнивает к своему властимущему. Ну, у кого кто, у кого президент, у кого царь там, или неважно. А я скажу, друзья, что это игры нашего сознания. Потому что власть первая, которую мы испытываем, и первый наш шаг на темную сторону как раз начинается с манипуляции, с самой первой манипуляции, которую мы осваиваем. А это, когда только мы рождаемся, мы еще мало что понимаем в этом мире, но любой наш дискомфорт мы начинаем выражать как раз тем, что раздражает наших родителей. Крик, слезы, суета, и прибегает мама с папой, бабушка, еще кто-то, нянечка, ну кому как повезло в детстве. Значит, нам что-то не нравится. И первое, что мы усваиваем, что наши слезы, наши крики позволяют нам жить комфортнее. Добиваться своих Желаний. задач, да, желаний. Ну Да, разве не да. так? Это первые уроки власти. И дальше начинается больше. И вот поэтому, друзья, и именно поэтому мы столько времени уделяем этой теме власти. Потому что власть, она как темнота, она поражает каждого из нас, стоит нам сделать неверный шаг в этой жизни. И это действительно так.
И с каждым шагом, который мы делаем в сторону темноты, мы забываем о свете. Мы забываем, кто мы забываем, зачем мы. Потому что мы втягиваемся в иллюзию, которая создается в темноте. И для нас кажется, что мы видим свет, мы видим яркие краски, наша жизнь бурлит, кипит, но на самом деле мы всего лишь находимся в самых темных задворках этой Вселенной. То есть мы нигде и готовимся стать субличностью. Есть ли смысл такой жизни? Нет. Смысл жизни лишь тогда, когда человек выбирает свет, когда он становится свечой, светочем в этой темноте. Вот тогда в человеке появляется жизнь. А до этого лишь проявление, я бы сказал, жалкого существования некого существа, но не человека. Человек лишь тогда человек, когда в нем любовь Божья, когда в нем яркий свет. Человек дуален, в нем есть источник света, и в нем есть источник темноты и ночи. И мы лишь своим выбором решаем, кто мы. Мы свет или мы ночь. Всепоглощающее и все поглощающее. Видите, как просто? А манипуляция и знакомство с этой темнотой начинается у нас с самого рождения. А дальше больше. Мы начинаем манипулировать своими родителями. А потом родители начинают манипулировать нами. И мы утверждаемся в понимании, что у кого власть, тот и прав. Разве не так? И везде и всюду мы это видим. Песочница — это тот мир, в котором мы знакомимся с другими, такими же, как мы. И вот заметьте, одни дети играют своими игрушками, а другие у них отбирают игрушки. Это очень важный фактор. Почему? Потому что, глядя на песочницу, в которой играет группа малышей, мы уже можем сказать, кто будет из них кем. И это действительно так. Одни становятся или прислужниками власти, или же обретают некую власть, а другие становятся теми, кто их ненавидит и испытывает страдания при них. Почему? Потому что они их боятся. Видите, как мир устроен? Поэтому столько времени мы и уделяем. Но если разбирать по полочкам и начинать с детства, то действительно в нас закрепляется вот этот шаблон силы, которая проявляется от власти. Простой пример. Вспомните себя, когда вы были маленькие. Если у вас была полноценная семья, среднестатистическая, когда вы чего-то хотите, мама заходит, говорит: ладно, пусть будет. Заходит следом папа и говорит: нет. И забирают у вас игрушку, гаджет, неважно. Смотрели ли вы мультфильм, и он выключает телевизор, потому что тебе спать пора. Ты говоришь: ну мне мама разрешила, а папа говорит: а я сказал выключи и ложись спать. И что понимаешь ты? Что у тебя первое просыпается? Страх. И в конечном счете страдание от того, что тебя папа лишил возможности наслаждаться жизнью. Разве не так? И что понимаешь ты? Что прав тот, кто сильнее. Сильнее тот, кто обладает властью. Или же наоборот, властью обладает тот, кто сильнее. Это то, что мы усваиваем. Или наоборот, папа разрешил тебе смотреть мультфильм или играть в игру, и заходит мама и говорит: нет, я сказала, будет так. И ты понимаешь, что власть — это сила. Сила, из-за которой страдают другие. И вот здесь возникает вопрос: а почему ж мы, взрослые, прожившие детство, многое вкусившие, так поступаем? Почему даже со своими детьми, когда один родитель разрешает, другой для того, чтобы продоминировать не над ребенком, а над своей половиной, поступает с точностью да наоборот? Почему родитель жертвует, ну я бы сказал, счастьем ребенка, а ведь когда ребенок смотрит тот же мультфильм, он отвлечен, он счастлив, ему интересно, но родитель его лишает этой возможности лишь для того, чтобы продоминировать, продемонстрировать собственную власть над своей второй половиной.
Почему мы так делаем? И вот это вот уже Такой своеобразный электорат ребенок получается. совершенно правильно. А ребенок в данном случае всего лишь электорат. А разве не боремся мы за внимание ребенка, чтобы он был на нашей стороне, когда мы решаем, кто в семье главный? Боремся. Да. А потом удивляемся, почему ж наши дети становятся такими. И почему, когда они вырастают, они нам не звонят, они не хотят с нами общаться, они боятся нас подсознательно в глубине. Потому что любой человек, даже будучи где-то, хоть в какой-то власти, он все равно боится вышестоящей власти. И всегда стремится стать гораздо выше. Из-за этого идет борьба нас, простых людей, борьба за вот эти очередные ступени на лестнице, ведущие во власть, к вершине власти. И стремимся мы к ней лишь для того, чтобы самоутвердиться или, я не знаю, для того, чтобы завидовал кто-то? Нет. Для того, чтобы уменьшить внутренний страх. Потому что в действительности мы боимся власти. А если мы ее боимся, мы страдаем. И это отражается в принципе везде. Давайте мы посмотрим простые элементарные вещи. Вот, к примеру, приходим мы в автомастерскую, приехали на машине, что-то у нас стучит, да? Что хочет слесарь? Простой вопрос. И кто с этим не сталкивался? Когда мы зашли, слышь, ты, посмотри, у меня там в машине что-то стучит, мы приехали цари, и так заявляем тому обслуживающему нас персоналу. На что мы нарвемся? То есть мы приехали, продемонстрировали силу и власть, потому что мы платим деньги. Мы уедем дураками. Сразу говорю. Почему? Потому что мы получим или некачественную запчасть, или плохой ремонт, или заплатим еще за свою глупость, что мы так обратились. А что хочет слесарь? Вот честно, поставьте себя на место этого слесаря. Мы хотим, чтобы, если мы слесарь, чтобы приехавший к нам заходил и говорил: «О, владыка всех машин, ты там царь царей и всех запчастей, посмотри, пожалуйста, мою телегу, соизволю знать, что в ней скрипит». Да? Так же ж? В действительности. А мы заходим: «Слышь, ты иди посмотри». Но мы хотим, чтобы к нам относились так, а относимся по-другому. И вот на этом, к сожалению, построен весь этот потребительский мир. И постоянно мы конфликтуем. Мы конфликтуем везде. Мы везде пытаемся доминировать или хитростью, или силой. Если нет силы, мы берем хитрость. Если не можем взять ни силой, ни хитростью, значит берем глупость. Но все равно мы боремся. Мы в постоянном борьбе и противостоянии. И это фрактально повторяется на всех уровнях нашей жизни. И разве не так? Давайте рассмотрим элементарно на уровне государств. Разве не так? Чтобы не было никому обидно, давайте чисто аллегорически рассмотрим. Фермер есть, который возглавляет фермерское хозяйство, он хозяин, у него есть барашки. А почему барашки? Да потому, что, дорвавшись до вершины власти, нас никто уже не считает людьми. А разве не так? А давайте послушаем, ведь часто и густо в их разговорах происходит, что мы животные, биомасса и тому подобное. И ведь это не шутки. Это выскакивает везде, в соцсетях. Ведь сейчас люди слышат и делятся с другими, так как нас называют те, кто считает себя у власти над нами. И вот парадокс. А что написано в Конституциях? Что наивысшая власть, она принадлежит народу. Разве не так? А используем ли мы конституционные права? Да, в некоторых странах немножко используется. А основном? Нам легко судить. Почему? Потому что, скажем так, в нашем международном общественном проекте «Созидательное общество» десятки миллионов людей со всего мира. И мы видим, как соблюдаются конституционные права, как ведет себя власть в этих странах. И везде по-разному. Но власть везде стремится к доминированию. Многие скажут, это естественно, они же власть. И вот мы возвращаемся к нашему фермеру. Мы народ, простые барашки. Но есть
у этого фермера, чтобы мы, обладая конституционными правами, гулять по всем лугам, где хотим, извините, петь песни, какие хотим, танцевать, как хотим. И вот чтобы мы ходили именно теми дорожками, какими решил фермер, чтобы мы не заходили ни на какие другие луга, которые нам запретил фермер. Он заводит целую стаю собак, хорошо обученных, вот таких псов, называя их там овчарками, к примеру. И ихняя задача — нас спасти. В буквальном смысле слова — охранять. Не охранять от волков, а охранять нас от того, чтобы мы не вели себя так, как мы хотим, так, как нам по праву дает Конституция. Ну разве не так? Так. Но вот этих овчарок, псов обученных, мало. Фермер понимает, что найдутся какие-то недовольные овцы, которые начнут тыкать ему в глаза их правами и широкими лугами, и будут кричать, что они хотят вольно танцевать, свободно петь. Но для таких он заводит волков, которые тихо их режут. И вот эти волки, и вот эти псы охраняют барашек от их же самих, чтобы они, не дай Бог, не оступились, да? Или просто укрепляют власть одного человека. И вот здесь вопрос: а почему он такой? И на что он надеется? Давайте рассмотрим другую сторону этой власти. Таких много ситуаций и во многих странах, еще раз скажу. Но почему поступает так фермер? Потому что в нем есть страх, потому что он не уверен, что он долго будет фермером, а ему хочется сидеть там до скончания веков, еще и своим детям передать эту власть, да? Не власть, а фермерское хозяйство, ведь это ж его. И он единственный, кто знает, как управлять этой фермой. Без него все развалится, все разрушится. Разве не так? И какая здесь может быть Конституция? Он знает лучше, он пишет правила. Ведь многие с этим сталкиваются, когда, извините, фермер прописывает правила поведения овечек, которые полностью нарушают все конституционные права этих овечек. И тогда по ночам вот эти обученные овчарки врываются в дом, или в стойло простых овец, отбирают ихние там вещи, придумывают на них различные обвинения. А разве не бывает такого? Лишь потому, что слишком много страхов, извините, у фермера. А лучше он делает себе или хуже? Ведь те барашки, которые пострадали, они находятся в страхе. А другие барашки, глядя на них, тоже находятся в страхе. Да, они начинают ходить так, как требуют от них овчарки. Потому что овчарки, псы вот эти обученные, они представляют хозяина. Ходить они начинают, но о чем они думают и что они ждут? И вот здесь вопрос. Каждая барашка, она ненавидит фермера и ждет момента, когда она сможет хоть слегка, но боднуть его. И это действительно так. И в один прекрасный момент наступает то, что наступает. И барашки начинают просто беситься. И это мы видим. Разве не так? Простые примеры, то, что мы видели совсем недавно. Как жгли машины, как люди не повиновались, грабили, занимались разбоем. Это такое неповиновение барашек. Они высказали свое негодование тому, кто в это время, фермеру имею в виду, слушал концерт. И это еще больше взбесило тех барашек, которые наблюдали за этим. Когда их имущество уничтожают другие барашки, а фермер в это время наслаждается концертом. Скажите, будут его любить люди? Или барашки в данном случае? Нет, не будут. И они будут ждать любого момента, чтобы выйти все вместе. Вот это элементарные простые вещи. А бывает еще хуже. Бывает, когда в действительности у людей заканчивается терпение, их, знаете, давят, законами, подзаконами ограничивают, запрещают собираться больше 3, больше 5. Вот чем больше страхов за собственную власть,
у этого фермера, тем больше он вводит ограничений, и тем больше эта пружина сжимается. И достаточно кому-то хотя бы слегка подтолкнуть этих барашек, и образуются революции, майданы и все остальное, которые в конечном счете разрушают фермы и разрушают судьбы самих же барашек. Видите, как все просто на самом деле. Поэтому власть — это страшно, а тирания — это вообще ужасно. Но как обычный человек становится тираном? Простой вопрос. И кто виноват? И здесь не играет роли, кто он, как он выглядит, наличие или отсутствие у него усов или волос на голове. Ничего не играет роли на самом деле. Роль играет его родитель. Тот опыт, который он впитал в песочнице, когда он увидел, что такое власть, когда он впервые стал на темную сторону. И вот его выбор и порождает будущее других людей. Если человек находится на светлой стороне, разве будет он лишать других людей их конституционных прав? Нет. Будет ли он тогда спать со страхом, ожидая, что кто-то его власть отберет? Нет. Потому что он будет уверен, что он честный и порядочный. И не будет сталкиваться он с так называемыми потёмкинскими деревнями. Да? Ну, для тех, кто не знает, немножко расскажем. Когда-то давно, когда ехала царица, то Потёмкин устраивал ей шоу, театральное представление такое. Рисовали на холстах картины якобы красивых домов и устраивали как в театре. То, что она видела, это красивые поселения, хорошие люди, которые ей довольны. А на самом деле за этими декорациями скрывался разрушенный, еле живой город. И местные жители находились вдалеке под присмотром. А те, кто разговаривали с царицей, это как раз были артисты, подконтрольные тем же службистам. Специально наемные люди выходили, благодарили, как жизнь хороша, чтоб не расстраивать царицу. Ничего не поменялось. Меняются люди, меняется власть. А тех, кто устраивали эти потёмкинские деревни, до сегодняшнего дня правят балом. Может ли простой человек добиться правды в таких условиях? И вот мы видим зачастую простые примеры из жизни, когда к людям действительно, скажем, ни за что цепляются вот эти овчарки, обученные, которые должны их охранять. Но они нападают на простых людей. Почему? Потому что им начальство сказало, что нужно какие-то дела проводить, нужно проводить зачистки, чтобы, не дай бог, народ не пошел против власти. Да? Ведь такого же много. Цепляются к ничем не повинным людям за то, что они, я не знаю, состоят в каком-то кружке или думают по-другому. Начинают им различные статьи там, за покушение на жизнь самого ихнего фермера или еще что-то такое, что на голову не наденешь. За целостность страны. Какой страны? И какой целостности? Что может сделать простой человек, если он где-то кого-то слышал или говорил о чем-то хорошем? Но это хорошее вдруг напугало этих псов. И что происходит? Ночью врываются к честным людям, забирают ихние вещи. Да, то есть вот эти милицейские или полицейские, извините, в наше время называли милиция, сейчас называют полиция. У нас было КГБ, сейчас Моссад. Да, Моссад, ФБР, там, да. Неважно, как оно называется, важно то, что они делают. И вот эти служивые врываются. Представьте, ночь, вы честный человек, вы защищены Конституцией, а к вам правоохранительные органы врываются в дом как бандит. Это допустимо в нормальной стране? Но многие скажут, надо жаловаться. И все будет. Это вся проблема из-за того, что мы молчим и не знаем законов. А давайте я вам поясню, друзья, что ведь во многих странах жаловаться некому. И это действительно так. Кому ты пожалуешься? Юристы скажут, прокурору жалобу писать. Хорошо, правильно, красиво. Юридически это да, обосновано. А как происходит в жизни? А в жизни происходит все просто. Берем какой-то район, город, область, неважно. Берем область.
И начальник вот этой милиции, полиции, начальник этого МОСАДа или КГБ, прокурор, судья и представитель власти, там, начальник области, они все в одной бане с одними девками и теми же, с пивом или водкой, неважно. Они все вместе отдыхают и решают свои вопросы. Разве это новость для кого-то? Нет. И тогда народ настаивает, что были еще дополнительные службы, которые бы контролировали их. И вот вместо 5 уже вот этих представителей власти в бане сидит 6, 7, 8 человек. А что меняется? Разве барашкам от этого легче? Нет, не легче. И кому тогда жаловаться? Ну, некоторые скажут, надо жаловаться наверх. Хорошо. Кому? Начальнику МОСАД или начальнику КГБ? Ну, идет этот простой человек, которого незаконно обвинили во всем, чем только можно, шьют предательство страны, терроризм, распил там, что еще, коллаборационизм, сепаратизм, покушение на ихнего владыку. Ну все, вот все, что в голову в ихнюю пьяную пришло. И вот приходит этот человек, бедный, несчастный, к примеру, к начальнику этого КГБ. Разве он сможет с ним встретиться? Кто он? Он простой человек, которого даже в этой стране Конституция не защищает. Что скажет? Ну, во-первых, сможет ли он попасть к этому начальнику? Да нет, конечно. Выйдет какой-то клерк, там дежурный или еще что-то. Скажет, ну вы мне расскажите, а я уже передам, да? И когда он начинает слушать, он говорит, вы что, на власть? Вы против власти пришли сюда рассказывать? Да вы ж себе на 2 статьи наговорили. Вас же ж посадят пожизненно, вы что? Это ж покушение на власть. А покушение на власть — это значит покушение на первое лицо. И человек перепуганный убегает. Куда ему дальше идти? К первому лицу? А что думает простой человек в это время, когда происходит подобное? Первое, что он думает, что рыба портится с головы. И если в их городе, области или там районе происходит такой беспредел, значит это как раз с разрешения фермера. Вот эти волки, вот эти овчарки и грызут барашек как хотят. Значит, фермеру так угодно. И начинается что? Напряжение в народе. А это еще больше пугает фермера, да? Ведь народ начинает подниматься. А сколько бы у него ни было, даже если полстраны с зубами и когтями охраняют его покой и его власть, он прекрасно понимает, что вся власть принадлежит народу. И придет время, когда народ спросит с него, с его родных и близких. Так и бывает в жизни. И это действительно так. Поэтому он не спит ночами, поэтому он беспокоится, поэтому и начинает выдумывать все новые и новые законы. Законы, которые противоречат Конституции. И что? Разве народ может с этим как-то бороться? А разве есть хоть один институт, который в действительности на международном уровне способен защитить таких людей? Куда им деваться? Но это действительно жизнь. Это то, что во многих странах происходит сейчас. И это еще мягкий сценарий. Разве не так? Да. Так. И вот простой пример, что делать людям? Ну, некоторые скажут, если вот исчерпались все возможности, в вашей стране можно идти на международный уровень, ведь существуют правозащитные организации, там, суды. Существуют. Но, во-первых, для начала надо пройти все, скажем, органы якобы защиты людей в своей стране, а там все в одной бане сидят. Какое решение будет? Если человек пытается доказать, что он прав, то здесь как раз на него и обрушивается вся темнота власти. И все эти темные силы просто портят человеку жизнь, скажем так. А вот у меня простой вопрос. Если ты обладаешь властью, и ты делаешь так, что из-за тебя страдают люди, на какой стороне ты? И какие последствия будут для тебя? Разве не знает об этом человек? Знает. Поэтому и боится. Поэтому с каждым годом его у власти он становится все более и более тираном. И это в действительности так. Такова жизнь. И плохо, что нет, к примеру, такой вот электоральной платформы. Ведь смотрите, на сегодняшний день
мы обладаем всеми возможностями, чтобы действительно построить демократию. Ведь те же фермеры, которые заявляют, что они отстаивают демократию, что они отстаивают народ, что они за страну целиком и полностью. Но почему они не сделают электоральную платформу, на которой любой человек мог бы, к примеру, описать, что против него действуют противозаконно такие-то, такие-то и такие-то граждане. Они нарушают его конституционные права с целым перечнем статей. Они нападают на него ни за что, обвиняют его в том, чем он не виновен. И чтобы в обязательном порядке все руководители, допустим, того же КГБ, той же прокуратуры и сам президент мог это увидеть. И в то же время, чтобы это могли увидеть во всем мире люди. Ведь общественное мнение — это то, чего боится тиран. В любой стране, какой бы властью ни обладали тираны, больше всего они боятся критики. Это действительно так. Если бы тираны не боялись критики, они не затыкали бы рот людям. Разве не так? Они бы не затыкали рты журналистам свободным, не покупали ихние, скажем так, честные языки, не закрывали свободолюбивые каналы, не давили бы на блогеров. Они жили бы честно и не обращали внимания, как некоторые. Ведь в мире есть лидеры, которых критикуют, а им что с гуся вода, потому что они знают, что делают, и они делают это для народа. Разве таких нет? Есть. Они честные, и им бояться нечего, потому что за ними свет, за ними правда. Но таких мало. В основном человек, став еще в детстве на темную сторону, превращается в тирана. И неважно, этот тиран в доме своем со своими детьми, или он фермер целого фермерского хозяйства, да? Ведь все просто. Но действительно, получается, что в доме, если заводится тиран, то все страдают. Если заводится тиран в организации, к примеру, начальник тиран, то это тоже превращается не работа, а ад. Потому что он всех терроризирует, и все должны, ну, скажем так, с подхалимажем и тому подобное рассказывать ему сказки, чтобы ему сладко было слушать, потому что он тиран. Также, извините, и в фермерском хозяйстве. Если человек стал фермером, то он хочет, чтобы все животные, потому что он уже за людей их не считает, в его фермерском хозяйстве, также пели ему дифирамбы. Но разве нет? Вот рассмотреть простые ситуации, которые возникают в действительности в жизни. Да? Вот если мы рассмотрим опять обычные псы, которые наделены, я бы не сказал властью, они наделены безнаказанностью, но их прикрывает закон. И чем манипулируют еще вот эти обученные псы, чтобы запугать людей? Страхом потери, потери чего-то. Страх потери чего-то вводит людей на темную сторону. И вот здесь хорошие люди перестают быть таковыми. Они принимают темную сторону и уже начинают оговаривать и лгать даже против своих друзей. Но для того, чтобы не утратить свет, все, что имеешь, отпусти. Ведь не имея ничего и не держась ни за что, ты никогда не предашь свет и не променяешь его на тьму. Что они делают с людьми? Если кто-то попадает им на глаза, они их просто рвут, знаете, как на рукавник для тренировки псов. И человек, он, получается, живет, ну действительно, как манекен для тренировок, весь избитый, замученный, в страхе. Вокруг него люди, глядя на него, тоже начинают бояться. И создается напряжение. Это напряжение в конечном счете прорывает дамбу. Подобное происходит и в странах, когда люди перенапряжены от страха, когда они запуганы вот этими собаками, ведь не первое ж лицо ходит и мучает людей. Не он же, руководитель страны, вламывается к людям по ночам, запугивает их различными статьями и всем остальным. Не он терроризирует население, а его псы обучены. Действительно псы, потому что людьми их называть язык не поворачивается. И что происходит? Достаточно лишь малого толчка. Обязательно кто-то этим воспользуется. У любой власти всегда есть тот, кто стремится к власти. Надо это помнить. На темной стороне все борются за власть. И вот маленький толчок, и страна
просто разрушается. А что происходит с прудом, который, например, находится между двух поселений и прорывает дамбу? Вода истекает, и тогда она оголяет дно. Вот этот ил, в котором много крупной рыбы. И все, еще раз говорю, все буквально, даже те защитники природы, они сбегаются и собирают эту рыбу. Разве они ее опускают в тот ручеек, который остается, скажем так, от этого водоема? Нет, они забирают ее себе. Так же и как коршуны на разваленную страну нападают со всех сторон другие страны. Все, занимающиеся бизнесом, особенно крупным, все пытаются оторвать от нее кусок. И страна превращается во что? Ну, мы-то точно знаем, во что она превращается. Ну и многие видели. И вот так оно происходит. И вопрос, а кто виноват? Давайте зайдем сдалека. Вот возьмем простой пример. Вот у нас сейчас есть международный проект, в котором задействованы, ну, скажем аккуратно, десятки и десятки миллионов людей. Это наши друзья. Мы дружим. Мы дружим по всему миру, потому что мы хотим, чтобы конституции работали, чтобы мы дышали свободно, чтобы мы могли ходить по любым лугам, и эти луга были наши. Мы хотим созидательного общества. И вот берем такой чисто гипотетический пример. На кого-то из наших друзей нападают с пьяну, с дури вот эти собаки. Что происходит? Мы будем молчать? Нет. Это наши друзья, чьи конституционные права в какой-то из стран были нарушены. Что мы начнем? Ну, во всяком случае, как многие скажут, а что вы можете? Ну, хотя бы простое. Мы заявим свое недовольство данным поступком во всех доступных нам средствах, ну, скажем, в тех же соцсетях. Скажут, ну и что? Да? Ну что тут такого? А это критика. Это опять-таки обоснованная критика от гораздо большего количества людей, чем проживает практически в любой стране. Ну, за исключением разве что Китая и Индии. Но в Китае и Индии масса людей хочет жить в созидательном обществе. Я так, лишь слегка об этом говорю. Так представьте, что произойдет. Первое лицо, которое не терпит критики, а на него идет критики гораздо больше, чем у него людей в стране, как он будет поступать? Он будет спать спокойно? Нет. Масса людей, тех, которые еще были в заблуждении и считали, что их предводитель, ну, находится на светлой стороне, поймут всю эту правду. Они поймут, что их страна находится давно в темном царстве. Что они захотят? Свободы и света. Это естественный процесс. Разве не так? Это мы взяли всего лишь простой пример. И чем это закончится? Простой вопрос. Правда, она все равно взойдет, как солнце. И никто не сможет ей противостоять. Почему? Потому что власть в действительности принадлежит людям. Вот в чем правда. И люди сейчас по всему миру начинают понимать это. Они начинают понимать, что мир — это не темная сторона. Мир — это восход солнца, это масса света. Знаете, вот некоторые люди говорят, что космос, он темный. Это говорят лишь те, кто не видел в действительности космос. В нашем космосе очень много ярких звезд, и космос практически яркий и светлый. Мало где можно найти в тени темные участки, где правит темнота. А у нас в нашей жизни, на нашей прекрасной планете очень много мест, к сожалению, где доминирует темная сторона. Вот поэтому оно и происходит. Поэтому столько грязи, столько несправедливости и столько истоптанных и истерзанных судеб. И это все лишь потому, что кто-то слишком сильно боится. Исключительно страхи первых лиц порождают безумство пьяных псов. Ведь, еще раз повторю, это не первые лица, которые нападают на людей. Нет, это нападают
такие же люди, но слегка наделенные властью. И они могут являться как раз тем триггером, который в конечном счете и разрушает страну. Разве не так? В действительности то, что происходит сейчас на темной стороне нашего мира, это все следствие того, что когда-то папа или мама сделали неправильный выбор. Видите, как все просто, насколько все увязано. И для того, чтобы мы понимали и не осуждали кого-то, что кто-то виноват или там первое лицо виноват. Нет, не всегда это. Самое главное — причина того, что, к примеру, в каких-то странах доминирует темнота, и по всему миру именно темная сторона имеет власть, виноваты люди. Те люди, которые не поняли, что свет и тьму порождаем мы. Именно мы, люди. Вот из-за этого все и происходит. И причина здесь очень простая. И именно поэтому мы столько времени уделили понятию власти, что власть — это не только то, что мы отдаем нашим руководителям, которые потом со своих страхов заводят целые организации, службы и тому подобное, выдумывают, как ограничить наши права, как нас обобрать, и все остальное негативное, что мы видим в своей жизни, да? Не только. Это в первую очередь мы. И от нас все начинается. Ведь никто из нас, родителей, не знает, кем в конечном счете станет наш ребенок. А если мы допустили власть, если мы допустили то, что наш ребенок, на которого мы возлагали надежды, он с первых своих шагов вступил на темную сторону, то что будет? Отвечу просто. Будут страдания других людей. А тот мир или та страна, или та ферма, где страдают люди, он нестабилен и не вечен. И это правда. И зачем нам такой мир, в котором страдают люди, в котором их судьбы способны разрушаться из-за каких-то алкоголиков, лишь потому, что их руководство совместно отдыхает в бане или в казино, не имеет значения где. Но факт этот, он присущ практически во всех странах. И во всех странах основными притесненными и бесправными являются те, кто по Конституции является наивысшей властью. И вот здесь есть весь ответ. И этот ответ, он кроется в том, что в действительности вся власть в любой стране принадлежит людям. Но люди, наполненные страхом, стоят на темной стороне. Если человек переполняется страхом, значит, он не видит свет, он не видит надежды, значит, он уже угнетен, и он уже страдает. А если он страдает, значит, причина в нем. Все очень просто. Для того, чтобы мир изменился, нужно, чтобы большинство людей в этом мире выбрали правильную сторону. И право выбора есть у каждого. Мир делится на свет и тьму. И мы вправе решать, на чьей стороне нам быть. И мы обязаны помогать другим людям выбрать свет. И мы обязаны защищать своих друзей, делать этот мир светлее и прекрасен. И тогда, если Бог даст, в мире воцарится мир, прекрасный мир, в котором темнота будет на своем месте. В действительности в этом мире все очень просто. Чем выше человек взбирается по социальной лестнице, а ведь она подобна горе, тем он становится выше над другими. А когда человек взбирается на самый ответственный пост, становится первым лицом, способным в одиночестве принимать решения за всех и влиять на мнение других людей, значит, он стоит на вершине горы, он один, и рядом нет никого. Все ниже, и вся ответственность ложится на него. И он один стоит и перед Богом, и перед дьяволом.
Неважно, кто ты, родитель или фермер, решение принимаешь ты один. Но надо помнить, что ты принимаешь его из-за тех, кто стоит за плечом твоим. И это ответственность. И если внизу, под горой, страдают люди от его принятых решений, то вся ответственность ложится на него. И отвечать придется все равно. Не в этой жизни, так потом. Эта жизнь, она скоротечна. И все проскакивает мгновенно. Как бы ни цеплялись люди за жизнь, и сколько бы человек ни жил, хоть 1500, хоть 1 000 000 лет, даже 1 000 000 лет пройдет мгновенно. Но отвечать придется гораздо дольше. Все честно в этом мире. И правда, она как солнце. Она взойдет. Как бы этого ни хотели те, кто стоят на темной стороне. Многие люди именно из-за страха переходят на темную сторону. Помните одно: вы обладаете выбором. Вы выбираете, на какой стороне вам быть. Игорь Михайлович, а темная сторона, она сильнее? Нет, нет, нет и нет. Темная сторона, она быстрее, проще и притягательнее. Поэтому множество людей туда и идет. Очень просто. Достаточно лишь споткнуться, и ты уже на темной стороне. Но для того, чтобы встать на светлую сторону, надо встать с колен. И вот в этом разница. Когда ты не прикладываешь усилий, ты падаешь вниз, ты сваливаешься в темноту. Но когда ты карабкаешься наверх, ты восходишь к солнцу, и уже светом становишься ты. Многие люди говорят: да что понятно, мир такой, много в нем несправедливости, доминирует власть, а власть зачастую на темной стороне. Ибо темная сторона — это якобы и есть власть. И нет, это не так. Мир можно изменить. И действительно можно построить созидательное общество. И вот некоторые говорят: а давайте попробуем. Не пробуй. Или делай, или нет. Тогда все получится. И никаких попыток. Будешь делать — победишь. Будешь пытаться — проиграешь. Мир прост. И делится он на смелых людей и трусов. Трусы — это те, кто выбирает тьму и следует темной стороне. Никогда не забывай об этом, друг мой. Как бы тебе тяжело не было в этом, пусть полутемном мире, но он полутемный лишь потому, что ты не определился, на чьей ты стороне, на стороне света или же ты на стороне тьмы. И от тебя, друг мой, зависит многое. Ведь честные люди используют силу для знаний и защиты, а не для атаки, а атакуют невинных лишь тех, кто на темной стороне. Тьма, она сильна, но она сильна лишь до тех пор, пока не появляется хоть маленькая свеча, которая просто уничтожает эту тьму, какой бы густой она ни была. Быть человеком значит смотреть правде в глаза и выбирать, источать свет или тьму. Будь свечой или ночью. Это твой выбор, потому что ты человек. И ты, друг мой, обладаешь правом выбора. Но от тебя зависит будущее и других. Помни об этом. Так что, друзья, главное не сдаваться. А правда — это сила. Так что спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, друзья. Мира вам и любви Божией. А любовь Божья — это самая большая сила, которая существует в мире. Так что, друг мой, да пребудет с тобой сила.